женщина, которую зовут Дана, американка, она вышла замуж. Не спрашивайте, сколько лет ее мужу, Барахом был наш. Конечно, в 100 лет она не может стирать, готовить. Она вышла замуж в 100 лет, просто чтобы зайти в книгу рекордов Гиннесса. И вот поэтому, дорогие друзья, человек, даже если ему 1000 лет, если он здоровый, он умирать не хочет. Доказательства есть или нету? Адам и Ева. Адам, Бог ему должен был дать 1000 лет. И Адам Давиду подарил 70 лет жизни. Когда Адаму исполнилось 929 лет, Адам знал, что в этом году это его последний год, в следующий год он умрет. Адам говорит: Хашем, я хочу 70 лет вернуть обратно. Верни мои 70 лет, которых я подарил Давиду. Хашем говорит: Давид, Адам, подарки обратно не берут. Ты Давиду дал 70 лет, все, ты уже дал. Адаму было 929 лет, в следующий год он умрет. Когда человек здоровый, он никогда умереть не хочет. Некоторые люди спрашивают, сколько лет было умершему? Он работает. Я говорю, 95, например. Они говорят, хай, он свой век отжил. Я говорю, когда будет тебе 95 лет, я приду тебя застрелю. Ты будешь готовый? Никогда. Сколько бы человеку не было лет, никогда никто не хочет умирать. Я хочу ответить на 2-3 вопроса. Первый вопрос. Почему человек не знает, когда он умрет? Если Бог придет к вам во сне и скажет: я тебе скажу, сколько лет ты проживешь. Мы хотим знать, сколько лет проживем или нет? Это очень страшно и неприятно. Никто не хочет знать, сколько лет он проживет. А почему Бог не говорит, сколько лет мы проживем? Первая причина никому здесь не относится. Первая причина, не дай Бог, к Иосифу не относится. Вы знаете, почему мы не знаем, сколько лет мы проживем? Если плохой человек узнает, что он завтра умрет, то он день перед смертью всем врагам отомстит. Взорвет их машины, поломает все, он даже может кого-то убить. Полицейские придут, он скажет: делайте со мной, что хотите, я и так завтра умру, мне нечего терять. Чтобы непорядочный человек день перед смертью не натворил делов. Есть люди, которые, когда умирают, они сильные, они внезапно умирают. Поэтому Бог никогда никому не говорит, сколько лет он проживет. Вторая причина, почему мы не знаем, сколько лет мы проживем. Если человек будет знать, что он проживет 40 лет и умрет, он в депрессию попадет или нет? Он скажет: зачем мне жениться и иметь детей? Чтобы маленькие дети остались без отца, а моя жена мучилась? Зачем мне учиться? Чтобы я работал несколько лет, потом умер? Зачем? Если человек будет знать, что он проживет мало, он попадет в депрессию, и даже эти 40 лет он не проживет как надо. А если человек будет знать, что он проживет 100 лет, он не будет торопиться делать добро. Он скажет: я еще молодой, у меня еще 50 лет впереди. Поэтому Тора говорит, мы не знаем, сколько лет мы проживем. Сейчас 1-2 вопроса насчет траура. С сегодняшнего дня, семья Абрамовой, вам люди будут говорить много неправильных законов. Люди, которые в жизни на иврите не читают, услышали звон, не знают, где он. Не надо слушать всех. Если человек, у него кто-то умер, 7 дней самому можно ему обед готовить или нет? Ответ: можно. Кто сказал нет, неправильно. Есть ашкеназы, я знаю, у них родственников нету. Я бываю на похоронах ашкеназов редко. 5 человек на 7 человек.